Меня зовут Владимир Петрович Корякин. Ага, это был до нового века. Я был Корякиным, потому что мой папа его звали Петр Васильевич Корякин. Он у нас работал, у меня в семье нашей любимый папа был. Он был кассиром Госбанка. И мама Корякина Варвара Семеновна. Вот. И она практически дома у нас никто не занимался музыкой. Я родился в поселке Дружина Обыского Луса. Далекие те годы, в 1963 году, в марте месяце. После 8 марта, получается. Мама, наверное, лежала в больнице тогда. Ну вот. И в новом веке, 21 веке я решил стать индигирским. Почему? Потому что, когда я работал в национальной вещательной компании, я общался с разными интересными людьми. И поэтами. И всегда смотрел на такие фамилии, как Альберт Вилюйский, Николай Якутский. И думал, что такие интересные фамилии, откуда они такие фамилии? Оказывается, это у них были псевдонимы. И вот я тоже за 5 лет до своей фамилии Индигирский тоже имел псевдоним Индигирский. Но когда наступил новый век, когда надо начинать жизнь с чистого листа, я стал Индигирским. И теперь по паспорту я Владимир Петрович Индигирский. Вот такая у меня интересная, может быть, кому-то новое открытие. Значит, я очень благодарен, прежде всего, после окончания музыкального училища мне посчастливилось поступить в музыкальное училище. Там были замечательные преподаватели, которые сразу меня полюбили меня. И мне говорили, неважно, какой ты учишься отделение, важно, чтобы ты любил свою профессию и приносил своей профессии радость людям, которые слушают и смотрят тебя. Это у меня на всю жизнь вошло в память и в сознание моей. И вот до сих пор я стараюсь и придерживаться этим прекрасным словам моих педагогов. Это Тамара Прокофьевна Сафронова, она была заведующим хоровым отделением музыкального училища, и мой любимый педагог Туласонова Анаида Николаевна, ставшая впоследствии Рязанской Анаидой Николаевной. Со мной учились замечательные мои однокурсники. Аграфена Семеновна Бережнова, теперь Глушак, Лена Татаринова, Ким, она теперь заслуженный деятель искусств, Лена Попова. В общем, у меня был такой хороший, однокурсники были. И, конечно же, мой очень хороший командир стройотряда «Аккорд» – это Александр Дмитриев. Теперь он композитор, теперь он известный мелодист тоже, он закончил консерваторию и работает тоже далеко за пределы нашей столицы, города Якутска. Вот я им очень благодарен. Ну, конечно, всех я сейчас перечислить не могу, но вот эти самые главные людей, которые меня сформировали как личность, как музыканта. Это для меня очень важно. После окончания музыкального училища в советское время, вы помните, заставляли, так и было требование работать в деревне выпускникам. И я был направлен близ города Якутска, село Павловск, Мигно-Кангаласского улуса. И там меня встретил такой хороший педагогический состав, общеобразовательные школы. Я очень благодарен. Я очень люблю Павловск. Я считаю моей второй родиной, потому что с него началась моя карьера. Молодой же был человек, мне было всего 21 год, и от этого окружения, от этого отношения зависела моя жизнь, быть или не быть совсем. Я был вообще одинокий человек, собственно, холостой студент, молодой, мог бы и налево пойти, и направо пойти, видите. Но все время окружали меня прекрасные преподаватели. И поэтому я, пользуясь случаем, благодарю всех жителей Павловска, моих учеников, теперь они все учителя, взрослые люди, которые, поддержали меня в то время. После 2 года я отработал, но мне не хватало все-таки высшего образования, и я готовился потихонечку в деревне. Это было непросто, потому что я не только в музыкальной школе работал. Кстати, я открывал музыкальную школу в селе Павловск.
Вот. И еще работал в клубе. Ну, не то, что я бесплатно работал, но что молодой энтузиаст был. Мне энергии было очень много. И я ведь на баяне играл, и поэтому всем аккомпанировал. Создал хор в селе Павловск, дискотеку проводил. В общем, село Павловск, наверное, до сих пор помнит, как жизнь культурная бурлила. Еще я писал статьи в местную газету Мирно-Кангаласского улуса. Так что выходили мои статьи, как проводится вообще культурная работа тех лет. Можно найти. И вот после двухлетней работы, как положено, я поехал в Ленинград и поступил в Высшую профсоюзную школу культуры, где меня тоже встретили очень интеллигентные учителя, профессора, которые сразу сделали меня старостой хора. Что такое староста хора? Это, конечно, очень высокое звание. Это, значит, почти как бы президент хора, да, то есть всю работу, где гастроли были, мы там все это организовывал, с каждым общался, со всеми студентами. В общем, работа была очень бурная. Кроме того, я был председателем землячества города Ленинграда, 2 года я там был. И, в общем, пользуясь случаем, старался правдой и неправдой всех желающих прикоснуться к культуре, находить контрамарки и ходить в театр Мариинского, смотреть концерты Махмуда Эсамбаева, гастроли театра Кабуки и так далее, и так далее. Наверное, Андрей Савич Борисов не помнит, когда они приезжали, тоже когда я учился, я был тогда председателем, я полный зал собрал земляков поддержать выступление Сахатеатра. Это было давно-давно, конечно, никто не помнит уже, но так оно и было, потому что было очень важно поддержать свой любимый Сахатеатр. Вот они показывали спектакль Брехта «Бедный человек из Сузуана». В общем, такая жизнь моя ленинградская закончилась очень быстро, и я был направлен работать директором культурного центра Якутского государственного университета. Это был 1989 год. Я приехал совсем молодой, холостой. И у меня тоже собрался такой актив культурного центра ЯГУ. Но в силу того, что это было все-таки, как директор, надо было отвечать противопожарную безопасность. И, в общем-то, собственно говоря, художественная часть шла на второй план. Это, конечно, создавало мне неудобства. Каждую субботу, воскресенье проводились в пятницу дискотеки, которые длились очень долго. И это надо было после каждой дискотеки проверять, кто ли бросил окурок, и 5-е, 10-е. Ну, вы, наверное, все помните, как это все было. Это сейчас так все так создано, все условия. А тогда это было не так все просто. И однажды я был уже известным мелодистом, и меня пригласила Надежда Семеновна немножко поговорить с нею. Она тогда возглавляла народное творчество, Надежда Семеновна. Тоже очень мудрейшая из мудрейших, умнейшая из умнейших. Она как мать меня тоже очень строго, но очень, так сказать, тактично разговаривала со мной. И вот она говорит: ну как там тебе работается? Ну, говорю, у меня хозяйственные дела, конечно, творчество далеко, говорю, все время вот эта головная боль. После каждой дискотеки, говорю. Еще, не дай бог, там ЧП произойдет, потому что все время планерки эти меня очень доставали. Потому что эти профессора и эти ректорат же не ходили на дискотеки никогда. Им кажется, все это просто. А казалось, все это очень непросто для молодого человека. Потому что я был ровесник этих студентов, собственно говоря. Дело не об этом. Я очень хорошо работал, тем не менее, нашел общий язык. Проводили очень хорошие новогодние вечера. Проходили все без ЧП. Это очень тоже важно для меня. И практически я, собственно говоря, выполнил свою миссию. И мне Надежда говорит: давай переходи ко мне работать методистом по музыке. Вот. И она познакомилась с директором, его звали Хон Семен Васильевич.
тоже очень, по тем временам, мне кажется, очень такой гибкий, очень такой менеджерский, надо сказать, талантом обладал он, очень много курил. Ну, как-то создавалось такое необычное представление о руководителе, потому что в советское время, чтобы руководитель курил в кабинете, такого никогда не было. А тут человек пьет кофе, так хорошо курит, очень хорошо по-русски говорит. И, конечно, это все очень интересно. И потом у него такие мысли, такие какие-то пространственные, будет так, это будет так, я вижу так. Вот он говорил, вот, и понимаете, и он вот с Ржакова 6 превратил конфетку в вот бывшее культпросвет училище. Здание старое, Капакирова, когда они переехали в новое по Петра Алексеева, это здание пустовало много лет, надо сказать. И он превратил его в конфетку. Он говорит, вот зайди, Владимир, вот этот, по культпросвету, вот по Кирова, зайди, говорит, бывший культпросвет, и посмотри. И я зашел, и я удивился, потому что все было новое, все пахло красками, кабинетов так много было. И вообще как-то вот создавалась такая атмосфера демократии, да, вот такой какой-то действительно новой современной культуры. Ну, немножко были, конечно, наивные немножко, да, потому что как-то все хотелось оставить все советское как-то и создать вот такое новое, вот такие шоу, да, вот какое-то появление. И вот такое было, и, конечно, это все очень было привлекательно. И поэтому я, тем не менее, благодарен Семену Васильевичу, что он меня тоже, видя мою перспективу, видимо, тоже поддержал меня, позвал как-то вот так. Ага. Ну, что я еще могу сказать? Конечно, про коллеги, потому что кадры решают все. Как бы мы ни хотели, если кадры слабые, конечно, никакой культуры развития не будет. И меня окружали очень маститые, очень настоящие, одухотворенные, отдавшие все свои энергию, силу, молодость в эту вот, формирование настоящей культуры в Якутии, менталитетом национальным. Это, конечно же, наш дорогой, уважаемый Семенов Анатолий Николаевич, который уже был популярным среди мелодистов, у него был целый фонд. Он меня сам сделал тоже членом тогда, когда я был студентом музыкального училища, где я исполнил песню «Солу Стар», и она стала очень известная. Вот, поэтому я вот очень благодарен Анатолию Николаевичу. Бесспорно, такие люди должны быть. И мне до сих пор не хватает таких людей. Это, конечно, Анна Николаевна Зверева, мастерица. Теперь она очень хорошая народная мастерица. На самом деле все такие кадры работали. Но, видимо, в силу своей еще не раскрытости, еще вот какого-то гнета, можно сказать, советского, они были скромные же. Поэтому не дай бог в газете что-то там про тебя напишут. Хорошо. То есть не должен был выделяться работник культуры. Лишний раз по радио, лишний раз по телевизору. Это сегодня все везде, где угодно пишут в сайтах, блогеры, стараются фотографии свои высветить. А тогда этого не было. Это вообще считалось неприлично. Вот. И мы старались свои вот эти вот порывы, вот эти самые, тоже себе сдерживать. И на этом фоне мы даже входили в конфликтную ситуацию с Надеждой Семеновной. Потому что мне хотелось, вот давайте мы сделаем так. И как-то вот все вот воспринималось в штыки. Но, может быть, это было связано тоже с финансовыми вопросами. Потому что, видите, одно дело витать в облаках, а где-то же должна быть основа финансовая, смета, поддержка, подпитка такая. Вот. И там были, видимо, другие задачи. Ага. Да и Саргылана Игнатьева, сегодня ректор Арктического государственного института культуры, я тоже с ней общался. Мы сидели друг против друга, она занималась сектором детского творчества, и она стала как раз выходить по телевизору. Вот, программа «Тюнюк» была Ермолаева, и она была частым гостем этой передачи, потому что она как бы собирала вот как раз вот это детство. Ага, поэтому у нас вообще такая команда была очень хорошая. Ну, про Любовь Никитину я говорить не буду. Она уже тогда уже мечтала создать вот этот коллектив северного танца, и ее мечты сбились. Видите, как здорово, действительно. А я помню, как это все создавалось, как она вот пропадала в университете, собирала вот этих
девочек, мальчиков. Это очень непростая работа, поэтому низкий поклон, конечно, Любовь Алексеевне. Ну а про Федорову Галину, конечно, тут говорить не приходится, потому что она прямо в доме вот НМЦ создала коллектив Туюксутов, и она со всего города собирала разных людей, старые, совсем кое-как тросточкой ходили, и молодежь ходила. Вот я удивлялся, как она вот могла вот это сплачивать абсолютно разные вот аудиторные, возрастные, не подходили контенты, да, возрастные цензы. И она вот все равно сплачивала. И они такие уходили воодушевленные, эти люди, да не хотели уходить. Я так поражался, как она умеет так с людьми-то общаться. Зоя Сысолятина, вы знаете, это так очень скромнейших, тоже очень интересная такая хохотушка была, такая очень радостная, какая-то обаятельная, то есть харизматичная, да, как посмотришь и не скажешь, что она на хомусе играет, да. А вот она очень хорошо играла на хомусе, тоже очень интересно. Она очень часто, кажется, ездила, кажется, совершенствовала свое мастерство и показывала по тем временам, сказать, вот виды игры на хомусе. Тогда ведь, собственно говоря, не так уж и играли-то. Это артисты играли известные, Агатоя вот эти известные, им предоставлялась такая возможность. Вот. Надежда Михайловна Зайкова, теперь являющаяся ректором и вообще одной из ярких личностей сегодня такого масштаба, да, не только, скажем, такого республиканского, а очень такого высокого масштаба. И она тоже работала методистом, она возглавляла тоже отдел. Вот. И у нее в отделе была поэтесса Юргина Светлана. Мы ее звали Лана, и она тогда начала писать стихи. Тогда она скромная такая. Я никогда не думал, что она потом станет такой известной поэтессой. Но вот пришло ее время, и она действительно стала такой поэтессой. Видите, как я, может быть, кого-то забыл, кого-то не назвал. Я прошу меня извинить. Но вот эти коллеги, которые работали в Доме тогда народного творчества, в едино-научно-методической сфере, действительно, это была очень непростая работа, потому что все ведь это надо было писать методику, отправлять по всем улусам, как это все мероприятие проводится. И мы вот всем едино-научно-методическим центрам даже проводили мероприятия республиканского масштаба. Вот, был конкурс красоты Заполярье, впервые конкурс Заполярье, «Полярная звезда» называлась. И мы всей командой туда поехали. Я тогда молодой был ведущим, и впервые там спел песню «Сулустар на ура». В общем, был очень тогда, видимо, востребованный. И мне вот находиться среди своих братьев, своих сестер, да, вот такие все талантливые, отцы, можно сказать, было очень мне комфортно там работать. Что теперь потом, значит, вот что мне хочется сказать, поэтому и пользуюсь случаем, наступающим юбилеем моего, вот, скажем, тоже очень замечательного едино-научно-методического центра, а теперь он переименован «Народное творчество». Я хочу выразить о том, чтобы на благо нашей республики сегодня есть все прекрасные возможности для вот как раз и политика сегодня работает, да, вот скрепы, вот фольклору, культуры. То есть в то время этого как-то не говорилось, не воспевалось. Сами люди-энтузиасты это видели и это старались сделать, что на радио, что на телевидении, да, чистоте якутского языка, там вот, Илларионов постоянно про Сухой рассказывал и так далее, и так далее. И вот мы переходим как раз, вот мой этап, это после вот нашего едино-научно-методического центра я как-то очень органично вошел в коллектив национальной вещательной компании. Тогда еще не было МВК Саха, называлась ГТНРК, Государственная национальная телерадиокомпания. Вот так называлась. Вот. И меня там тоже очень, вот, просто, я не знаю, обласкан был какими-то вот интересными людьми, да. И вот я помню,
мой директор радио была Агафья Семеновна Птицына. Она меня как увидела, прямо зацепилась за меня. Говорит, вот есть место как раз, редактор музыкальной программы, иди, Володя, давай, принеси завтра статьи свои, всю работу, принеси, покажи. И у меня было очень много, как раз же после методического центра, мы же все время писали анализ проведенного мероприятия, то есть все было готово. Я принес целую папку, и она сказала, все, прямо сейчас же приступай к работе. Вот на следующий день, 28 августа, я уже приступил к работе. Вот так вот. Что еще могу сказать? Протодиаконова Семена Афанасьевича, он тогда был президент, тогда назывался президентом ГТНРК, тоже он меня за мной следил, оказывается, сказал, вот, Владимир, я очень рад, и приблизил вообще на все планерки, я прямо как как будто большой начальник, я все время присутствовал на этих планерках, это было просто удивительно. В общем, я знал всю теперь структуру работы изнутри, как это все делается, и как-то вот, имел какой-то авторитет, можно сказать. И мне это очень нравилось. Я ходил по коридору и говорю, Боже, это такая работа божественная, еще за это платят, за эту работу. Тебя по радио по всей республике твой голос слышен, по телевизору тебя все время показывают, а ты еще за это еще это самое деньги платят. Да? Такая работа была, правда. Но надо сказать, что это же перестроечное было время, непростое. И поэтому тут надо было придерживаться определенного этикета, определенного своего мировоззрения, сдерживать себя в эфире и так далее, и так далее. И в этом смысле у меня был очень хороший режиссер Гарри Зельбит, старейший режиссер радио, который меня поправлял, надо как это все, с каким тоном сказать. То есть работа над речью, над чистотой языка тоже была определенная работа шла, и от дикторов шла такая. В музыкальной редакции меня встретили две красавицы. Это Вера Петровна Захарова, редактор «Якутского вещания», и Елизавета Петровна Романова. Но и так как я уже был известным мелодистом, я Веру Петровну знал, потому что она все время тоже рассказывала про творчество мелодистов. Я же вам рассказал, что в Павловске я 2 года работал, и радио было все время включено. И вот с 8 утра уже песни якутские звучали. И это говорила, оказывается, Вера Петровна. И я вот это по воскресеньям тоже слушал, и теперь уже вот так против друг друга мы сидели. А Елизавета Петровна Романова была ансамблисткой вокально-инструментального ансамбля «Чорон», ведущая певица, и поэтому я тоже ее знал. И она практически не изменилась, поэтому для меня она была тоже, так бы сказать, шедевральной. Да, шедевральной, у нее была работа по стереозвукам, поэтому она работала первой аппаратной. То есть она именно записывала все вот якутских композиторов творчества, хор, радио, всех мелодистов. В общем, все, что есть, вот сегодня собрано, это собрано и записано ею, под ее редактором. Поэтому мне очень повезло. Еще был Николай Свешников. Николай Свешников тоже работал много лет в сфере культуры. И он как-то, видимо, остался без работы. И он ко мне однажды говорит на улице, ты можешь мне работу найти, какую-нибудь, хоть немножко вот за лето поработать? Я говорю, вот как раз в отпуске ушли люди, вот Вера Петровна, замени ее. И я пришел к Агафье Семеновне и попросил ее заменить. И он там очень хорошо, органично вошел в коллектив, понравился. Ну, в общем, мы же люди культуры, интеллигентные, очень умные, со своим мышлением. И поэтому, конечно, руками, ногами нас брали, так сказать, оказывается. То есть вот такая какая-то была политика. Угу. Ну, про дирижера Галину Михайловну Кривошапку я же говорить не буду, потому что я курировал этот оркестр. Ага. Еще у нас был хор, хор телевидения, радио, он еще был. Иногда, когда болел Анатолий, хормейстер Анатолий Савинов, то я его заменял даже, спускался с редакции и был хормейстером. Мне очень нравилось, очень хороший был хор, такой знаменитый хор.
Еще я успел захватить поэта Ивана Алексеева. Иван Гаврилович Алексеев, известный поэт, драматург, вот. И Степан Егорович Дедоскинов. То есть вот такими людьми, это вообще, когда читаешь сейчас книги, кажется, ой, это как почти какое-то такое произведение таких классиков, да. А этими классиками я общался. И вот у меня песни свои авторские, на стихи Ивана Гавриловича Алексеева, которые тут же они мне писали, и на стихи Степана Дедоскинова, например. Когда мама моя умерла, Царствие Небесное, то я попросил Степана Егоровича, так как он пропагандировал Север, он же основатель радиостанции «Геван», и кто лучше его напишет про Северную мать, тем более он поэт. То есть судьба так расположилась, пазлы так сошлись, и он очень быстро написал, и на следующий день принес Минхотугуеке. И вот песня сразу разошлась, вот так надо сказать. Поэтому вот две организации, как, например, вот я говорю, Единый научно-методический центр и Национальная вещательная компания почти меня сделала таким очень таким известным, публичным и очень можно сказать, мудрым, потому что одно дело просто говорить, а другое дело говорить по-другому, очень грамотно, мудро. Это очень тоже составная часть культурного человека. Ну, вы знаете, что Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент, очень много новшеств ввел тогда в республике, и он создал хор мальчиков. И, видимо, очень состоялся серьезный разговор насчет хормейстера, чтобы был очень такой тоже молодой, энергичный, культурный, близкий к музыке и так далее. И мне педагогическая общественность города обратила внимание на меня. Ну вот карты в руки сложились, я с большим удовольствием. Ну, малыши маленькие, мальчики, что бы не поработать-то, не помочь, не поддержать. И это, можно сказать, было начало проекта «Музыка для всех». Уже тогда назревала вот эта идея. Потому что если мальчики начнут петь, то завтрашние эти хозяева нашей республики, отцы, будут культурные, интеллигентные. Человек, поющий Баха с детства, Моцарта, он уже совсем другой сформировавшаяся личность. Вот с такими идеями я, конечно, это сыграло свою роль. Почему? Потому что я же тогда был уже шеф-редактором музыкальных программ, и я их записывал, этих мальчиков, делал передачи. И я когда еще был совсем маленький, помните, да, 70-е годы, Московское радио, «Пойте вместе с нами», была такая передача. И Виктор Попов, руководитель большого хора телевидения и радио, разучивал песни пионерские. Я тоже даже захотел такое сделать. И я вот с этим хором мальчика своим тоже вышел в эфир, в прямом эфире, и провел такую, передачу. И я разучил песню Марка Жиркова «Джакуская дюнель». И народу очень понравилось. Было очень много писем. Они хотели, чтобы так продолжалось. Но это же не так, кажется, все легко, а это очень трудно. Потом зависит очень многих звеньев. Не только мое желание, чтобы все сошлось, да, поддержка была, чтобы все звукооператоры, все режиссеры. Ведь я эту передачу делаю не один же, а много людей. Вот. Теперь я в настоящее время работаю в детской школе искусств номер 2. Я пришел на работу в 2003 году. Тогда оно находилось на Сергеляхе. Старое здание, деревянное, одноэтажное. Об этой школе даже речи быть не могло. Вот. И, пользуясь случаем, я там, стал педагогом вокального отделения. А потом я думаю, а что все равно вокальное, да почему хоровое отделение-то не открыть? И я открыл хоровое отделение. И мы часто с этим хором стали выступать в городе Якутске. Потом я организовал конкурс хоровых коллективов «Поющая Туймада». Вот. И этому конкурсу исполнилось 20 лет. Это же очень большая работа. То есть если ребенку было, извините, 5 лет, то ему сейчас 25 лет. То есть целое выросло поколение на этом конкурсе. Вот. И видя вот такую вот прогрессивность культурной жизни,
как раз Айсен Сергеевич Николаев стал мэром же тогда города Якутска, и он сразу поддержал на каком-то собрании, я там выступил тоже, что вот старейшая школа не имеет здания своего и так далее. Ну, в смысле, хотелось бы современную школу иметь. И вот и они поддержали, и вот теперь появилась эта школа на 203-м микрорайоне. Я очень этому счастлив и очень рад. Иногда думаю, я выполнил свою миссию, потому что мне уже не 30 лет и не 40 лет. Что вот то, что я вот как-то думал, что-то я очень хотел, и все как-то звезды так расположились мне, что вот почему-то я проходил через эти организации. Да, вот обязательно надо было мне в деревне поработать в селе Павловск. Мог же в городе остаться, а может быть, другая была бы жизнь. Чтобы познать вот эту сельскую жизнь, менталитет. Как вот создать хор вот в деревне. Это же не город, это очень совсем другие условия. Потом вот обучаясь в Ленинграде, ты общаешься с большими людьми, общаешься, ходишь в спектакли, учишься у профессоров, и у тебя складывается другое мировоззрение, уже шире, не внутри такое, а интернациональное, что люди вот так живут по-другому, оказывается. Можно сделать и так, а почему бы так не применить-то? Вот так оно и есть. И оказывается, я потом подумал, что мы слишком вот закрыты в своем вот этом учреждении или в своем менталитете своего улуса, и поэтому какие-то вот яркие, бывают вспышки, сделать так же, как не получается, потому что не поддерживается, потому что людям не хватает вот этой логичности, вот этой вот мысли. И поэтому немножко мы всегда смотрели на Москву как вот образец для подражания. Хотя мы сами теперь являемся, теперь на нас люди смотрят, стараются как быть, как мы. В этом смысле, конечно, прогресс очень разительный. Наш город изменился благодаря вот таким замечательным, выдающимся людям, как Михаил Ефимович Николаев, создав, да, вот эту замечательную «Дети Азии», да, потому что каждые 5 лет проводя, город же улучшался, и мы тоже изменялись духовно, мы тоже старались внести в работники культуры свою лепту, и таким образом менялось и меняется мировоззрение горожан и республики Саха. Когда сейчас я смотрю в интернете, смотрю в чатах, какие прекрасные клипы выпускают сейчас. Иногда езжу в командировки, да, смотрю на конкурсы в составе жюри. Я вижу, как изменился поселок. Вот тот поселок и сегодняшний поселок – это небо и земля. Я был в Сунтаре много раз, даже в Советском Союзе, когда в советское время с Анастасией Варламовой мы давали концерты. Это было одно, и все равно там люди богато жили, надо сказать, отличие от других улусов. Очень хорошо они жили, все такие дома были хорошие, люди летом сидели, чай пили, помню, самоваром. Прямо так здорово, комфортно так. Ну а сейчас совсем это еще лучше, потрясающе. И не отстают также другие улусы. Везде интернет, везде люди, то есть вот это прорвало вот ту плотину, которую все время вот мы замыкались. А теперь это все разрушено, мосты. И сейчас мы это поняли, как мир живет, как вообще устроена вся вот эта механика культуры и искусства. И нам создали все условия для этого. И поэтому мы должны работать именно сегодня с молодежью, и вносить свой опыт, свое мировоззрение, любовь к человеку. Вот я говорю же, неважно, вот мои учителя сказали первый раз тогда в музыкальном училище в 1978 году, что неважно, какую ты профессию ты выбрал, чтобы эта профессия приносила тебе радость, а от твоей профессии, общаясь люди, получали тоже удовольствие. И вот мне кажется, что мы должны как раз над этим сейчас и работать. Мы должны зажигать людей. Если ты работник культуры, ты вот мероприятие проводишь, ты должен зажечь эту аудиторию, с которой ты общаешься.
Но надо сказать о том, что работники культуры всегда были чуточку дальше, выше, умнее, грамотнее, более коммуникативнее. Ага, поэтому они и тянули вот эту массу, так сказать, щупальцами, как говорила Крупская, своей культурной работой. Ну а сейчас в чем? Проблема-то в чем? Проблема, мне кажется, в том, что люди стали настолько информационно насыщенными, да? Сколько каналов на телевидении. Поэтому человек сам может самообразовываться. Но если человек сам самообразовывается, простой человек, то работник культуры постоянно должен совершенствоваться. Иначе он отстанет же от простого человека. Вот ты придешь создавать хор, а там сидит очень грамотный человек. Он тебя же уже не считает авторитетом, потому что он умнее тебя получается. Вот чтобы этого не было, ты должен быть все время заниматься самообразованием. Вот. И я еще раз хочу поблагодарить руководство Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, мою любимую организацию, которая поставила мне на ноги. Это Дом народного творчества. Правильно я говорю, да? Дом народного творчества. Смотрите, как хорошо сказано. Народное творчество. Дом народного. А что такое дом? Дом — это когда уютно, тепло и хорошо. И в этом доме народное творчество. А народное творчество надо воспринимать целостно. Это не только фольклор, это современное тоже искусство, потому что современное искусство берет тоже от фольклора. Но молодежь нельзя тоже как-то вот так немножко отбрасывать, потому что от них сегодня зависит завтрашнее будущее. Я всегда остаюсь при этом мнении, поэтому от молодежи ведь зависит от нас, как мы работаем, от родителей, как воспитываем мы своего ребенка, учителя, который учит этих детей. Поэтому требование сейчас интеллигенции очень высокое. Я хочу всем работникам, коллегам по сфере культуры, Доме народного творчества крепкого здоровья, семейного благополучия. Это очень важно. Семейное благополучие, это потому что наш тыл. Оттуда мы черпаем энергию, оттуда мы черпаем знания, оттуда мы, любя своих детей, понимаем, чем дышит сегодня современное поколение. Вот. И, конечно, идти вперед, преодолевая все преграды. Преграды они были, есть и будут. И мы должны идти только вперед.